После рождения ребенка с этим я столкнулась, да, потому что для чего-то мне был послан такой особенный ребенок. Мне, когда пришел такой ребенок, сначала думаешь, это позор, это грех, да, это вообще какое-то наказание. А я сейчас понимаю, спустя вот 10 лет, да, это не наказание, а это благословение. Мы были вместе решали проблемы каждой семьи. Мы так и делаем, да, мы общаемся ежедневно. Надо побыстрее принять диагноз и вообще обыденный образ жизни, наверное. Они смеются, плачут, мечтают, любят, как и все мы. Но их мир окрашен особым светом, светом солнца, которое светит внутри. Сегодня, в День солнечных детей, мы расскажем вам историю о том, как принять лучик света, которые растапливают лед предубеждений и открывают сердца. Путь родителей солнечных детей – это путь полный испытаний, но и невероятных открытий. Они учатся видеть мир глазами своих детей, ценить каждый момент и радоваться простым вещам. Люция Анисимова, мама солнечного мальчика Арсена, делится своим опытом воспитания ребенка с особыми потребностями. Арсен, несмотря на отсутствие речи, учится в коррекционном классе общеобразовательной школы. Люция рассказывает, как ее сын начал использовать жесты для общения и как наблюдения за сверстниками побуждают его к попыткам говорить. Он работает жестами, жесты у него такие обычные, бытовые. Но сейчас он как-то, у него звук уже происходит, потому что он наблюдает за своими сверстниками, и у него идет внутренний позыв, чтобы заговорить. Вот этот период нельзя упускать, и нужно уже заниматься. И узких специалистов, именно которые работают с детьми с синдромом Дауна, в Якутске нет, к сожалению. Люция уверена, главное довериться миру и отпустить ребенка, позволить ему общаться, развиваться, находить свой путь. И Арсен уже делает первые шаги на этом пути. С детьми он как-то очень контактирует быстро. Как-то находит общий язык, его понимают, хотя он ни слова не говорит. У них идет общение через какой-то вот зрительный контакт. Да, то есть какие-то телесные жесты, какие-то вот через эмоциональный порыв у него идет, да, вот это все. И школьники, они как-то сначала они были настороже, конечно, какой-то дикий ребенок, да, пришел. Он у меня еще самый такой пробивной, можно сказать. Как-то вот так воспитала, что он сам себя в обиду не даст. Вот. И тем самым он как-то, было как-то легко. Главное довериться этому пространству и отпустить ребенка. Арсен проявляет интерес к технике, интуитивно разбираясь в работе с бытовыми приборами. Люция считает, что ее сын обладает техническим складом ума, и это вдохновляет ее на поиски новых возможностей для его развития. Конкретно я не могу, вот кто-то что-то обидел, он не говорит. Он это в себе не держит, они не из обидчивых. Какие-нибудь эмоциональные порывы, если случались, он такой, вау, там начинает свое, там, и мама такая, короче, в общем, такие жесты у него идут, и мама сопереживает, ладно, хорошо. Но, конечно, мне потом рассказывает, тьютер рассказывает, учительница рассказывает, да, нормально, в жизни так, они так должны пройти, через что-то. Технического склада ума, можно так сказать. Мы ему не показывали, как работать со смартфоном, работать с ноутбуком. Как-то у него все это идет и на интуитивном уровне. И он понимает, где вход, где выход, какие клавиши. Вот как-то у него все это идет. Он включает телевизор, он включает пылесос, он включает все бытовые техники, которые дома есть. То есть для ребенка это очень интересно.
Он все разбирает в машинке, обязательно должен посмотреть, что там внутри. И обратно он собирает его. Это тоже вот, да, говорит о том, что у ребенка технический склад ума. У меня родился в 2015 году, и я анализирую только себя с той позиции до рождения ребенка и после рождения ребенка, какой я была. До рождения ребенка я была вообще человеком без цели, человеком, который потерянная, не наблюдавшая я вся окружение вообще, что происходит, да, что такое жизнь, почему я сюда пришла, для какой цели я вообще здесь нахожусь, да. После рождения ребенка с этим я столкнулась, да, потому что для чего-то мне был послан такой особенный ребенок. И у меня появилась цель сделать его жизнь многозначительной и очень важной, да. Он таким родился, просто таким родился. Он, я считаю, что родился с особенностью мышления, мировоззрения, да. Когда мы обычные люди, мы не ощущаем жизнь вообще, да, мы тратим его бесцельно. Каждый день, каждый вот этот день дается для того, чтобы ощутить полностью эту жизнь. А когда ты общаешься с особенным ребенком, ты начинаешь и его взглядом ощущать мир. Я же наблюдаю, как он выходит на улицу, он сразу, сломя голову, не бежит. То есть он выйдет на улицу, ощутит мир вокруг, да, немножко прикроет глазки. Вот это вот у него вот всеми фибрами легких, да, он ощутит этот воздух, посмотрит на солнышко, что-то там поменялось, укажет обязательно, да, птичка на дереве сидит, чирикает, да, он послушает, постоит. А мы же это так не делали до этого. В семье, когда пришел такой ребенок, сначала думаешь, это позор, это грех, да, это вообще какое-то наказание. А я сейчас понимаю, спустя вот 10 лет, да, это не наказание, а это благословение Господне. От Вселенной подарок для того, чтобы ты, будучи в земле, твоя душа прошла некий трансформационный путь для того, чтобы перейти в другой этап жизни. Вот до таких философских мыслей доводят дети с особенностью развития, понимаете? А раньше такой не было. Я думала, ку-ку, вот кто-то что-то говорит, значит, это что-то, что-то не из мира сего какой-то человек. А сейчас я сама так говорю, сама так размышляю, и так она и происходит в жизни. Еще одна наша героиня Маша Егорова, спортсменка и активистка из многодетной семьи. Недавно вернулась с соревнований, где продемонстрировала свои спортивные достижения. Она является настоящей звездой, активно проявляющей себя в инклюзивном центре, где ее считают частью большой и дружной семьи. Родившись в многодетной семье, Маша стала не только почетным волонтером, но и ярким примером для окружающих. Babada dinleyeyim gene. Onunla hebelevet. Sitimler bağlı bir kumusuna hebelevet. Min balana ba bayılara hebelevet. Mama kımele hebben. Ülelevin, kımele hebben. Маша начала заниматься теннисом в 2022 году и уже успела принять участие в чемпионате России в Чебоксарах. Хотя она не завоевала медаль, ее мама гордится ею и поддерживает в любых начинаниях. Машенька признается, что успехи в спорте – это заслуга ее мамы, которая всегда рядом. Кипятим, хатават. Ата выделим то, мы бибители. Ием бабран кини наши, алырка мэлхэш. Инклюзивный центр «Среда» и Союз «Солнышки» Якутии объединяют семьи с детьми с особыми потребностями, создавая атмосферу поддержки и взаимопомощи. Маша активно участвует в жизни центра и даже работает швеей на полставки, полностью социализировавшись и ведя активный образ жизни. Ülelevin hep
Мен үйрен матан изи корона, кене бадаты тен 12 қымнастақпын, ату тейін аламын. Қымнастақпын. Не келінен аттақ, луды кыз аттақ, кене меға нахаше, тоқотай, десте бұттық. Десте бұттық ұны баратан, нахаше, сетте бұттық олуын, мана мана таш кейін, телеку кейін оны олуын, өлірдебет. Она работает в Аносити, вот, швеей, да, и зарплату получают где-то 12 тысяч. Там прививают бытовой навык, и они совместно с педагогами обучаются кулинарии, да, ходят по магазинам, то есть полностью идет адаптация. Вот. Она еще активная участница фонда «Харасхал», инклюзивный молодежный клуб «Среда». И каждую среду они там собираются, общаются. Это молодые люди с инвалидностью. Вот она говорит, что они ездят в другие организации, посетили библиотеку. То есть она полностью социализированный человек. Вот. И ездит на работу, да, ездит, ходит в магазин за продуктами. Да. Вот. По дому все делает, помогает маме. Она очень хорошо стряпает оладьи. Вот. В Аносити мы открыли магазин, где они продают свои изделия, которые они сами создают. То есть ручные изделия там можно приобрести. Говорит, приглашает посетить и купить эти изделия. Мяга көлеметтер. Аллах, үне бетбеттен Аллах. Папатас нет оди. Мен боланы хамы крабы мен хәп беке дәрәбі төппіт. Аны мен өдейді ғыбайым дұрабайдылар. Кегенне ағалақ. Дөт ағалақ, үс ағалақ. У меня есть своя семья, и у нас 4, говорит. Я самая младшая. Вот, мама, он сыннях. 10 внуков у мамы, говорит, ага. Вот, и свою семью мне, говорит, запрещено иметь. То есть она будет жить семьей. Они не как я, говорит, они здоровые. Объединяем все семьи, которые воспитывают в семьях, да, детей с синдромом Дауна. Это опекуны, это попечители, которые взяли из домов ребенка детей с синдромом Дауна, для того, чтобы мы были все вместе. Чтобы мы были вместе решали проблемы каждой семьи. Мы так и делаем, да? Мы общаемся ежедневно. У нас есть свой чат, у нас есть свои социальные сети в Телеграм-канале, ВКонтакте, у нас есть еще социальный свой сайт. Надежда Седалищева, мама особенного ребенка Эрчима, делится своей историей. Несмотря на трудности и диагноз, ее семья старается поддерживать Эрчима во всем, создавая для него комфортные условия для обучения и развития. Надежда советует другим родителям как можно быстрее принять диагноз и продолжать жить полноценной жизнью. Я мама особенного ребенка Эрчим. Нам исполнилось 11 лет. Вот. Эрчим никак не Маша и не Арсен, он немножко другой. Мы учимся на домашнем лечении, и так получилось, что в 2020 году мы заболели, у нас почки, и поставили диагноз нефротический синдром. Из-за этого мы обучаемся дома. 3-й класс перешли в коррекционной школе. Он не говорящий,
но мы его понимаем, все домашние. У него есть младшая сестра и старшая сестра, они всегда помогают ему. Вот. И, как сказать, у него свой взгляд на мир. Это трудноемкая работа, работа над собой и поддержка близких играла большую роль. У всех разные случаи. Кто-то сразу принимает, кто-то очень долго терпит этот процесс. Мой совет, наверное, будет таким: надо побыстрее принять диагноз и вообще обыденный образ жизни, наверное. Театр базируется здесь, на Богатырева 11/1, в инклюзивном центре «Среда». Это молодежный инклюзивный центр, который объединяет ребят как с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья, так и без таковых. Каждую среду здесь проходят встречи, где ребята с какими-то особыми потребностями здоровья встречаются, общаются между собой, помогают волонтеры, а также люди, энтузиасты, которые приходят, проводят мастер-классы, музыкальные вечера, инструментальные вечера, разные вечера на разные темы. Каждую среду какая-то новая тематика. Анна Панова, директор инклюзивного театра «Алгыс», рассказывает о том, как театр объединяет детей с особыми потребностями и нормотипичных актеров. Театр проводит регулярные показы, которые становятся настоящим праздником для всех участников и зрителей. Анна отмечает, что в процессе работы над спектаклями актеры забывают о различиях и становятся единой командой. Солнечные девушки, у нас их 5 человек, и каждая из них вообще большая индивидуальность, у кого-то больше склонность к танцам, у кого-то к пению. А Маша Егорова у нас вообще, мы говорим, может сделать все. Она может и за себя сыграть, и подменить любую из отсутствующих актрис, если есть такая необходимость. Наш театр, как я уже сказала, базируется здесь, в инклюзивном центре «Среда». Мы занимаемся по вторникам, четвергам и воскресеньям, проводим репетиции и стараемся не реже, чем раз в месяц проводить показы для зрителей. Всех приглашаем, кто еще не был на наших спектаклях. Наши спектакли всегда очень интересные, они сопровождаются живым музыкальным сопровождением и живым вокалом. Спектакли театра «Алгыс» уже несколько лет подряд приглашаются на крупные фестивали, включая Дальневосточный фестиваль профессиональных театров. Театр постоянно развивается, его участники стремятся получить профессиональное образование в области актерского мастерства, чтобы еще больше раскрыть свой потенциал. Каждый показ спектакля одного и того же, он всегда по-разному происходит. Поэтому он как бы живой такой театр. Всегда в каких-то изменениях, в каком-то развитии, в каком-то взаимодействии друг с другом, со зрителями. Сейчас работаем и над тем, чтобы они могли тоже получить профессиональное образование. Вот вам листочки, можете рисовать. У нас же не только ребята с инвалидностью, у нас есть нормотипичные актеры. То есть ребята, которые без инвалидности. Они совместно работают. Когда они вместе включаются вот в этот творческий процесс, ребята нормотипичные, они даже забывают о том, что это ребята на колясках. Они иногда могут даже этого не замечать. Да, они эти особенности перестают замечать. Вот они как-то сливаются. Очень, очень здорово. И это нужно не столько даже нашим особенным актерам, сколько самим нормотипичным ребятам и зрителям, потому что они именно перестают видеть особенности этих ребят в каком-то негативном ключе. День солнечных детей – это напоминание о том, что в мире есть место для всех. Эти истории напоминают нам, что каждый ребенок, независимо от своих особенностей, приносит уникальный свет в этот мир. Они учат нас быть терпимее, добрее и ценить простые радости жизни.